Доброго времени суток, дорогие телезрители! В эфире НВК Саха, программа про авто 14. Мы обсуждаем темы и поднимаем вопросы, которые касаются безопасности дорожного движения. В течение следующих 25 минут вас ждет много интересной и полезной информации. Итак, смотрите в сегодняшнем выпуске. Статистика происшествий. Что случилось на дорогах республики за последнюю неделю? Обстановка на паромных переправах. Актуальная информация от Министерства транспорта республики. Рубрика «Полезная за минуту. Выезд на встречную полосу». Новое в техническом осмотре автотранспорта. Светоотражающие элементы – маленькие элементы, спасающие здоровье и жизнь пешеходов. А в конце программы по традиции рубрика «Тест ПДД», который сдаст телеведущая, блогер Айта Константинова. А в начале выпуска предлагаем вашему вниманию обзор происшествий на дорогах нашего региона. На автомобильных дорогах республики с 7 по 13 октября зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, где пострадало 19 человек, в том числе один несовершеннолетний. Погибло 2 человека. Так, 7 октября в 20 часов 10 минут в дежурную часть отдела внутренних дел МВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что в медучреждение доставлена женщина 73-го года рождения с травмой головы. По предварительным данным и со слов пострадавшей установлено, что в городе Ленске 7 октября примерно в 19 часов 18 минут по улице Фурманова в районе дома номер 14/А в неустановленном месте, когда переходила дорогу, ее сбила автомашина марки ВАЗ белого цвета и скрылась с места происшествия. Женщина утверждает, что получила удар в правую ногу и упала вперед лицом. При этом не запомнила регистрационный номер автомобиля. После удара женщина самостоятельно дошла до магазина и вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Была доставлена в больницу в хирургическое отделение. В момент ДТП женщина была в темной одежде без светоотражающих элементов на одежде. В результате разыскных действий сотрудниками госавтоинспекции Ленского района водитель и его транспортное средство разыскано и установлено. Водителем оказался молодой человек 2004 года рождения без водительского удостоверения. Автомобиль марки ВАЗ-21043 не состоит на учете госавтоинспекции. По факту ДТП проводится проверка. 11 октября около 8 часов 40 минут в дежурную часть МВД России по Мегино-Кангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что между селами Матта и Тюнгюлю произошло ДТП. Автомашина съехала с дороги. В ходе проверки установлено, что около 8 часов 30 минут на 82-м километре автодороги Мюрю водитель 91 года рождения, управляя транспортным средством марки Toyota Picnic, двигаясь со стороны село Чаран Усть-Алданского района в сторону города Якутска, не справившись с рулевым управлением, совершил съезд с дороги в левую сторону с последующим опрокидыванием по ходу движения. В салоне автомашины находились 5 пассажиров. В результате ДТП пассажирка 84 года рождения была доставлена в Мегино-Кангаласскую центральную районную больницу. По характеру от полученных травм имеется стационарное лечение. Все мы знаем, что технический осмотр автотранспорта нужен для того, чтобы проверить, безопасен ли автомобиль. Правила для техосмотра время от времени меняются. Обязателен ли техосмотр сейчас? Предусмотрен ли штраф за его отсутствие? Узнаем в следующем сюжете. Каждый водитель знает, что прохождение технического осмотра своей машины – это неотъемлемая часть процесса его обслуживания. Частота прохождения осмотра зависит от категории машины, ее комплектующих и габаритов. Периодичность проведения технического осмотра каждые 2 года в отношении транспортных средств, с года изготовления которых прошло от 4 до 10 лет, включая год их изготовления, указанные в паспорте транспортного средства. Это легковые автомобили, грузовые автомобили, разрешенные максимальной массой не более 3,5 тонн, мототранспортные средства. Если транспортные средства более 10 лет, то каждый год. Каждые 6 месяцев в отношении специализированных транспортных средств и прицепов, предназначенных для перевозки опасных грузов, а также автобусов и легковых такси, возраст которых более 5 лет. Новоявленные водители при получении транспортного средства в обязательном порядке должны будут явиться на техосмотр в ближайшее управление ГАИ, тем самым встав там на учет. Проверку проходит практически все, от двигателей ходовой части, корректной работы ремней безопасности и дверей, до содержимого аптечек, присутствия аварийных знаков и необходимых документов.
Согласно постановлению правительства 741, сотрудники госавтоинспекции участвуют в проведении технического осмотра только автобусов категории М2 и М3. В наши обязанности входит контроль за проведением технического осмотра. Особое внимание уделяем тормозной системе и рулевому управлению. Все это проверяется тормозному стенду и прибором люфтомер. Регулярный и качественный техосмотр позволяет выявлять возможные опасные дефекты и неисправности, что способствует предотвращению аварий. Выявление малейших неполадок и их устранение помогает поддерживать автомобиль в безопасном состоянии. В этом месяце один за другим начинают закрываться паромные переправы республики. Каждый год сроки варьируются в зависимости от природно-климатических условий. Как будет в этом году, мы узнаем у Семена Николаевича Коркина, заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Семен Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, какова на данный момент ситуация на паромных переправах республики? Действительно, мы на сегодняшний день интенсивно готовимся к межсезонью. В соответствии с распоряжением Росморечфлота у нас установлены сроки закрытия судоходной обстановки на реках Ленского бассейна. В целом, если смотреть по арктическим северным районам, у нас на сегодня уже закрыто. Это Индигирка, Яна, Колыма. Здесь по участкам реки Лена поэтапное тоже закрытие наблюдается. На низовьях реки Лена именно от участка Вилюй до острова Столбы на сегодняшний день закрыто. И вот 16 числа планируется это участок Якутск до устья реки Вилюй и далее вот на верховьях реки 18 числа. Тем самым у нас уже начинается, грубо говоря, вне сроков навигации. Это межсезонные перевозки. Если по другим рекам брать, то у нас по реке Алдан тоже вот до числа 18, 20 числах плюс-минус, в зависимости от погодных условий, будут выполняться перевозки. По реке Вилюй, если смотреть, то у нас ночью сегодня -7 было, и уже на Верхневилюйском и реке Марха уже наблюдаются первые ледовые явления, поэтому уже практически 18-19 уже будут прекращены на реке Вилюй. Поэтому такая ситуация на сегодня наблюдается. Как и какие будут курсировать паромы? По паромам, если рассказать, то у нас на сегодня проведена работа по получению ледовых классов, это паромов Якутии, поэтому до ледообразования первых ледовых явлений и уже будем осуществляться перевозки, это вне сроков навигации. Далее готовимся к грузовым перевозкам, это начиная где-то 27-30 чисел уже будем готовиться к ледокольным сопровождениям. Здесь новшество то, что у нас нынче дорога Жатай-Тухтюр является региональной автозимника дорогами, и до причалов будут осуществляться за счет управления автомобильных дорог. Здесь данная работа, подрядная организация определена, работа уже начата. Со стороны причальных сооружений тоже ЛОРП, баржебуксирный состав и ледокольные суда готовы. Здесь тоже отсыпка, причальные сооружения, тоже подготовительные работы проведены. Поэтому готовность... Когда будет закрыта переправа, как будет организована перевозка людей? По перевозке людей и хочется отметить по тарифам, во-первых, поскольку в межсезонье у нас тарифы чуть повышаются, можно сказать, межсезонный тариф он относительно дороже, чем летний тариф паромной переправы, поэтому хочется, чтобы успевали в срок, планировали определенные перевозки. Что касается по пассажирским перевозкам, у нас тоже на днях уже количество марлинов, например, перевозчиков Ленотранс, Ленотурфлот, тоже Нептуны сюда, они вышли, на сегодняшний день уже завершили свои перевозки. И где-то 18 чисел уже готовим станцию Намыв. Здесь в 204-м микрорайоне завершается реконструкция набережной. И причальные сооружения тоже подготовлены. Здесь с 204-го со станции Намыв будут курсировать наши суда на воздушной подушке. Со стороны Нижней Бастяха это пункт ожидания будет. И такие же перевозки у нас осуществляются на реке Лена, это с Канкаласа Сотенца, и на реке Алдан, именно Кмегин, Алдан, Каскиль. И разовые перевозки тоже на реках Вилюй, тоже с использованием судов на воздушной перевозке выполняется. То есть сейчас, в ближайшее время, годы, может, какие-то планы по оптимизации работы паромной переправы? Если есть, то можно поделиться со зрителями. Да, по паромам Якутии у нас действительно, в рамках соглашения, в рамках благоустройства
работы определенные намечены. Это, например, в этом году мы отрабатывали вопрос внедрения оплаты на берегу, расширения накопителей в части дополнительных полос и удлинения полосы, чтобы емкость самого накопителя была ближе. Дальше продолжаем работу по видеокамерам фиксации, и в рамках развития паромной переправы планируем масштабировать данный проект в части того, что будем охватывать переправы, например, Канкаласы, Сотницы. Но здесь мы муниципальными образованиями, например, должны по электроснабжению в этот зимний период отработать. Максубуллах, Качкаса тоже есть варианты улучшения. Здесь тоже понимание есть со стороны Хангаласской области, то, что тоже со своей стороны муниципалитет, например, отрабатывать по снабжению, электроснабжению, по подходным путям. А мы со своей стороны тоже компания ИРСИД республиканская будем отрабатывать в части внедрения камер, чтобы повышать услугу с точки зрения удобства. И сейчас завершается работа по подготовке проектно-сметной документации в части благоустройства накопителя нашей паромной переправы Якутск-Нижний Бастиах. Ориентировочно это 80 миллионов со стороны Нижнего Бастиаха и где-то порядка 60 миллионов со стороны города Якутска. И дополнительно муниципалитеты мы тоже будем отрабатывать механизм именно установки дорожных плит именно внутри накопителя. Тем самым, например, чтобы обеспыливание, либо удобство и формирование малого субъектов бизнеса, чтобы те же пункты питания и так далее. Очень хороший опыт нынче в Нижнем Бастиахе получился в части организации пунктов питания. Всем водителям рекомендуется то, что своевременно колес, шины поменяли, своевременно на перевозки выполнили, если отдаленных, чтобы не планировали вперед в межсезонье, поскольку очень резких похолоданий гололедица будет наблюдаться, и поэтому тем быстрее завершим подготовительные работы к зиме, тем лучше будет. Поэтому хочется пожелать, чтобы дополнительные расходы, например, связанные с какими-то ДТП либо форс-мажорными ситуациями, их минимизировать. Спасибо большое. Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был Семен Николаевич Коркин, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Спасибо. А мы продолжаем. С наступлением зимы в условиях тумана, короткого светового дня создаются условия плохой видимости на дорогах республики. Это создает опасные условия и для водителей, и для пешеходов. Светоотражающие элементы в таких случаях могут буквально спасти здоровье и жизнь участников дорожного движения. Проезжая часть – это место повышенной опасности, несмотря на установку дорожных знаков. Потому все участники дорожного движения должны соблюдать необходимые меры безопасности. Одной из таких мер является ношение световозвращающих элементов на своей одежде. Согласно правилам дорожного движения, пешеходы обязаны носить световозвращающие элементы вне населенного пункта. Ну а на территории города, по обочинам, по тротуару, данные световозвращающие элементы, они у нас рекомендуются для носки на верхней одежде. Госавтоинспекция рекомендует носить не только детям, но и всем пешим участникам дорожного движения, для того, чтобы быть более заметными для водителей в темное время суток, либо в условиях недостаточной видимости. В условиях недостаточной видимости их ношение обязательно, что закреплено законом Российской Федерации от 1 июля 2015 года. Несоблюдение пешеходом данного правила может караться штрафом в размере 500 рублей. В городской среде водитель в принципе использует только ближний свет фар, поэтому мы рекомендуем носить световозвращающие элементы большей части на нижних конечностях, ну и на рукавах. Ну и в принципе, чем ниже расположены данные световозвращающие элементы, тем больше вероятности того, что водитель вас может заблаговременно заметить, ну и остановиться и пропустить вас. Незначительные на первый взгляд вещи способны спасать жизни людей. Одним из таких являются световозвращающие элементы. Следование правилам дорожного движения обеспечит безопасность каждого из его участников. Наверняка выезд на встречную полосу движения остается одним из распространенных видов нарушений правил дорожного движения. Чем чреват этот опасный маневр, что грозит водителю, узнаем из нашей полезной рубрики. Согласно правилам дорожного движения, обгон считается у нас сопряжением впереди идущих транспортных средств.
Ну и с выездом на полосу для встречного движения. Ну, не каждая полоса у нас разрешает водителям выезжать на встречную полосу для данного маневра. Ну, во-первых, прежде чем начать обгон, водитель должен убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна и также достаточно для обгона. И в первую очередь, опять же, данный маневр должен быть безопасным для водителя. Ну, во-вторых, также запрещается водителю выполнять обгон в следующих случаях, когда транспортное средство, которое движется впереди, производит также обгон, либо объезд препятствия. Ну и за неправильный обгон, либо выезд на полосу встречного движения также налагается штраф в размере 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев, согласно части 4 статьи 12.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. С удовольствием хочу приступить к нашей постоянной и любимой многими рубрике, в которой горожане проверяют свои знания правил дорожного движения. По традиции наш экспресс-тест состоит из 10 вопросов, а ответит сегодня на них Айталина Константинова, телеведущая и блогер. Здравствуйте. Здравствуй. Айталина, расскажите, какой у вас водительский стаж? У меня с 2017 года. Так, я уже в школе, в автошколе поступила где-то в 2015 году и с перерывами на декретный отпуск уже как бы сдала экзамены в 2017 году. То есть где-то около 7 лет, Да, получается. да. Хорошо, но мы желаем вам удачи, не волнуйтесь. Ой. И у нас будет 10 вопросов, от вас нужны 10 ответов. Окей. Итак, внимание на экран. Первый вопрос. Вам разрешено продолжить движение? Варианты ответов: только прямо. Второй вариант: прямо или в обратном направлении. Третий вариант: во всех направлениях. Так, ну тут получается знак стоит, поворот налево запрещено, и поэтому прямо и в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении. Принято. Следующий вопрос. Что обозначают эти дорожные знаки? Варианты ответов: парковочное место только для автобусов. Второй вариант: парковочное место для автобусов и троллейбусов. И третий вариант: парковочное место, где возможна пересадка на маршрутное транспортное средство, автобус или троллейбус. Знак плюс к автобусу, да, получается. И может вариант второй, либо третий. Ну, наверное, третий, потому что там можно остановиться и пересесть, Хорошо, принято. если со знаком плюс. Третий вариант. Следующий вопрос. Разметка в виде треугольника на полосе движения. Варианты ответов: обозначает опасный участок дороги. Второй вариант: предупреждает вас о приближении к месту, где нужно уступить дорогу. И третий вариант: указывает место, где вам необходимо остановиться. Такой знак, если мне память не изменяет, то, наверное, второй вариант. Второй вариант. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Как вам следует поступить в данной ситуации? Варианты ответов: уступить дорогу встречному автомобилю. Второй вариант: проехать первым. И третий вариант: действовать по взаимной договоренности с водителем встречного автомобиля. Ну, тут договориться со встречным, Странно, как бы, да, звучит? к сожалению, не получится. Наверное, второй вариант. Но это уверенно ты должен уже как бы уступить, если помеха с твоей стороны получается, да? И ты должен уступить встречному. Уступить дорогу встречному автомобилю. Так, это у нас не второй, а первый вариант. Первый вариант, да. Принято. Разрешается ли вам в конце подъема перестроиться на среднюю полосу для опережения грузового автомобиля? Варианты ответов: разрешается. Второй вариант: разрешается только при видимости дороги не менее 100 метров. И третий вариант: запрещается. Ну, тут получается уже с левой стороны односторонняя дорога. С моей стороны, ну, можно, да, как-то. Если, ну, осторожно, очень осторожно, можно его Перестроиться. да, обгонять и перестроиться. Хорошо, принято. В чем особенность скоростного режима на этом участке дороги? Варианты ответов: рекомендуемая скорость движения 40 км в час. Второй вариант: минимальная допустимая скорость движения 40 км в час. И третий: минимальная допустимая скорость движения по левой полосе 40 км в час. Этот знак по левой стороне стоит, получается. И
Наверное, ответ третий. Третий вариант. Да, третий вариант. Хорошо, принято. Следующий вопрос. Разрешено ли вам после опережения первого автомобиля продолжить движение по левой полосе вне населенных пунктов? Вариант ответов разрешено. Второй вариант разрешено, если вы намерены опередить второй автомобиль. И третий вариант запрещено. Я лично очень осторожно перестраиваюсь, потому что тем более, если тебе не видно, и тем более у нас погодные условия иногда не позволяют, да, нужно быть очень осторожным. И, ну, как по правилу, если ты планируешь обгонять два автомобиля, ну вот, по правилам. То есть мы выбираем, не перестраиваемся, если планируем Да, обогнать еще и второй автомобиль. Хорошо, принято. Соответствует ли действие водителя правилам, если он движется посередине дороги? Варианты ответов соответствует. Второй вариант соответствует, если отсутствуют встречные транспортные средства. Третий вариант не соответствует. Ну, тут он, как он хозяин тут по дороге, да? Получается, Конечно, ведет нет. себя так. Да, конечно, не соответствует, так как по законам у нас правосторонние, да? Вот, То есть он должен держаться правой части в правой части дороги. Принято. Следующий вопрос. Разрешена ли вам стоянка в указанном месте? Варианты ответов разрешена. Второй вариант разрешена только с включенной аварийной сигнализацией. И третий вариант запрещена. А вот этот вот запрещающий знак, он по правилам до ближайшего перекрестка действует, я помню. Поэтому, скорее всего, запрещается. Это последний вопрос. Можно ли водителю поставить грузовой автомобиль на стоянку в этом месте указанным способом? Варианты ответов можно. Второй вариант можно, если разрешенная максимальная масса автомобиля не более 3,5 тонн. И третий вариант нельзя. У нас тут в Якутске с парковками, конечно, не очень хорошо. Очень как и везде, мало наверное. парковочных мест, да. Но, думаю, тут получается запрещено. 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 Да. Ваш вариант запрещен. Хорошо. Ну что, Эталина ответила на все вопросы. Сейчас результаты проверит старший инструктор учебного центра «Автоэксперт» Дмитрий Винокуров. Здравствуйте, это Айталина. Сейчас мы проверим ваши навыки знания дорожного движения по теории. Так, первый билет. Вам разрешено продолжить движение. Тут мы ответили правильно. Знак стоит «Поворот налево запрещен», запрещающий знак. Но этот знак запрещает только нам поворачивать налево. Поэтому можно нам ехать и в прямом направлении, и в обратном. Кстати, на центральном стоит такой же знак, и очень многие, когда люди делают разворот, начинают сигналить. Это неправильно. Поэтому это второй ответ. Вы ответили на это правильно. На этот билет тоже ответили верно. Кстати, эти парковочные места очень нужны и нашим в городе Якутске. Вы ответили правильно, это третий ответ. В больших городах именно есть такие парковочные места. Можно там оставить машину и пересесть на троллейбус, на автобус, где у них специальные дороги, по которым ездят троллейбусы и автобусы. И можно без пробок доехать до работы, либо до дома. Разметка в виде треугольника, который нарисован на асфальте. На этот вопрос тоже ответили правильно. На этот вопрос вы ответили номер 2. Это вы приближаетесь к знаку «Уступи дорогу». И этот знак рисуется на асфальте где-то перед знаком 100-150 метров. Вопрос номер 4. Ну, тут уже верно, да? Сломанная машина стоит на вашей полосе, так что вы должны уступить дорогу встречному автомобилю. Тоже ответили правильно. Тут вы тоже ответили абсолютно верно, так как там трехполосная и с нашей стороны 2 полосы. Это не обгон, так что можно в конце подъема перестроиться и спокойно опередить машину. Так, на 6-й билет вы тоже ответили абсолютно верно. В основном в больших городах есть такие знаки, где минимальная скорость по левой полосе 40 км в час. Значит, мы не должны ехать меньше 40 по левой полосе. Тоже ответили верно. Так, 7-й вопрос. Можно ли
выполнит опережение после первой, вторую машину тоже. Да, вы на этот вопрос тоже ответили верно. Но в ненаселенных пунктах долго ехать по левой полосе запрещено. Но как мы уже собираемся опередить и вторую машину, которая едет впереди, так как у нас также нет встречных машин, да, то тоже можно. Билет номер 8, ну тут понятно, да, что человек, конечно же, едет как король посередине дороги, а так делать нельзя. Конечно же, ответили верно, не соответствует. Тут тоже порассуждали прекрасно, тут тоже как же, ну, если, конечно, не сломалась наша машина, да, либо, ну, с вами ничего не случилось, то стоянка там также запрещена. Ничего серьезного, если там не случилось, Да, можно идти. там абсолютно не надо искать места для специальных кемпинг, либо парковки, чтобы уже остановиться. На последний вопрос вы ответили тоже верно. Хотя там знак стоит для легковых машин, а категория Б у нас до 3,5 тонн, да? Но даже грузовикам до 3,5 тонн ни в коем случае нельзя заезжать на тротуар. Так что тут запрещено, конечно же, вы ответили тоже верно. И по итогам наших вопросов, как на экзамене волновались, говорили, да? Волновалась Да, очень сильно. вы ответили на все вопросы абсолютно верно. Так как вы недавно, да, сдавали в 2017 году, память еще свежа. Более свежая память. Да. Вас Ну и поздравляю. вообще автомобиль на дороге быть внимательным. Особенно я вот, с ребенком очень внимательно, не спеша. И тоже как бы правила нужно знать. Абсолютно верно. Так и ездите всегда. Не нарушая. Тогда вы никогда не попадете в ДТП. Вот и подошла к концу наша передача. Дорогие телезрители, будьте бдительны, соблюдайте правила дорожного движения и берегите себя. До новых встреч в эфире.